Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры. С позволения Аллаха Субханаху ва Тааля, мы с вами продолжаем изучать ля иляха илляллах. И мы с вами дошли до 8 главы, глава 8, кто такой тагут. Мы с вами в прошлом уроке прошли 7 главу, это аркана ля иляха. У него что? У ля иляха илляллах есть два рукна. Ан-нафи валь-исбат. Отрицание и утверждение. И мы узнали, что такое отрицание и что такое утверждение. И теперь мы узнаем, от кого мы должны отречься. От кого мы должны отречься. Кто же такой тагут, к которому мы должны проявить неверие? К которому Аллах Субханаху ва Тааля приказал, чтобы мы проявили неверие. Чтобы мы не веровали ему. Чтобы мы сторонились ее. Чтобы мы проявляли вражду к ней. Чтобы мы оставляли ее, считали заблудшим, считали заблуждением, считали поклонение, которое посвящается им батылем, и считали убаду тагут куфарами. Те, кто поклоняется тагутам, всему, чему поклоняются помимо Аллаха Субханаху ва Тааля, считали их неверующими в Аллаха, а верующими в тагута. Слово тагут произошло от слова тугьян, которое означает переходить границы, приступать к пределу, добавляя что-то сверх него и переступая предел тому, чем человек может стать неверным. Пределы чего? Пределы, установленные Аллахом Субханаху ва Тааля. Пределы, которых Аллах установил, сказал, вот это халяль, вот это харам. И кто придет, сделает халяль Аллаха харамом, он является тагутом. Почему? Потому что Аллах установил этому границу. Аллах сказал, это халяль. И те, кто берут кого-то помимо Аллаха законодателем, либо же устанавливающим закон, либо же Господом, либо посвящают какие-то поклонения, они переходят границы, которые Аллах Субханаху ва Тааля установил. Всевышний Аллах установил границы всякой вещи, которых нельзя проходить. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Идхаб иля фирауна иннаху тага». Ступай к фараону, ибо он переступил границы дозволенного. Также Всевышний Аллах говорит: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Они сказали: Господь наш, мы боимся, что он поспешит наказать нас или приступит к границе дозволенного. И также Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Калла инналь инсана ла ятга». Но нет, человек переступает границы дозволенного. И также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля упомянул слово тагут 8 раз в своей книге. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ла икраха фиддин, قد تبين الرشد من الغي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Валлаху сами'ун алим». Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается, а Аллах слышащий, знающий. И знаете, дорогие братья и сестры, чтобы без того, чтобы человек проявил куфр в тагута, не будет он мусульманином. Это обязательное условие имана. Без проявления куфра в тагута иман недействителен. Без проявления куфра в тагута иман недействителен. И сказал имам Ибн Аби Хатим ар-Рази, рахматуллахи алейхи: «Фама якфур бит-тагути ва ю'мин биллах». Тот же, кто проявил неверие в тагута и уверовал в Аллаха, он говорит: «Бит-тагут, قال الطاغوت الذي يكون بين يدي الأصنام يعبدون عنها الكذبة ليضل الناس». Тагут — это тот, кто бывает перед идолом, обманывает людей ложью, чтобы сбить их с пути. И имам Ас-Сан'ани, рахимахуллах, говорит: «Ат-тагуту хуа шайтан, ва янталику аля л-вахидин валь-адад, ва киля куллу ма ю'баду мин дуни лахи фахуа ат-тагут». Тагут — это шайтан. И говорят на все, чему поклоняются помимо Аллаха, что это что? Тагут. И это дается что? Это дается как одному, так и большинства множественное число. То есть тагут бывает как единственным числом, так и множественное число. Тагуты — это множественное число.
И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: Аллаху валию аллазина аману юхриджухум минадh-dhulumati илян-нур, валлазина кафару аулияухум ат-тагут юхриджунахум минан-нури иля-dhulumат. Улаика асхабун-нар, хум фиха халидун. Аллах покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мрака к свету, а покровителями и помощниками неверующих являются тагуты, которые выводят из света к мракам. Они являются обитателями огня и пребудут там вечно. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы уберег нас, чтобы мы не были из числа этих обитателей огня, которые пребудут там вечно. Чтобы мы были, пусть Аллах убережет, чтобы мы не были из числа кого? Из числа тех, которые берут тагутов своими покровителями и помощниками. И пусть Аллах сделает нас из числа тех мувахидов, как Ибрахим, алейхиссалям, когда в самый трудный момент он что говорит? Хасбун Аллаху ва ни'маль вакиль. Достаточно мне Аллаха, какой же он прекрасный покровитель. И также посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям со сподвижниками, когда ему сказали: бойтесь народа, ведь народ собрался против вас. Они что сказали? Они разве сказали, что обратимся к Абу Джахлю? Или бы каким-то другим мушрикам из Курейша или же другим? Нет. Они сказали: «Фазадахум имана ва калу хасбун Аллаху ва ни'маль вакиль». Это что? Это прибавило им иман. Увеличился посредством это их иман, и они сказали: достаточно нам Аллаха. Какой же Аллах прекрасный покровитель. Аллахи, тот, кто понял таухид, тот, кто понял ля иляха илляллах, муахид, которым сердцем принял, понял и убежден на ля иляха илляллах, он будет таким же. Он будет последователем Ибрахима, алейхиссалям. Он будет последователем Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И он будет последователем из сподвижников, которые что? Которые были единобожниками. Имамом муахидов был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Имамом, субханаллах, единобожников был посланник Аллаха и его сподвижники. Вот за кем мы должны следовать. Вот кого мы должны брать себе примером. Это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как Аллах Субханаху ва Тааля говорит: в посланнике Аллаха для вас пример. Поэтому мы должны брать пример с посланника Аллаха во всем, как в основах религии, так и в ее ответвлениях. И имам ас-Самарканди, рахимахуллах, в тафсире этого аята, который Аллах Субханаху ва Тааля говорит: Аллаху валию аллазина аману. Аллах покровитель верующих. Он говорит: ай хафизухум ва мани'ухум ва насирухум юхриджухум минадh-dhulumati илян-нур, я'ни миналь-куфри иляль-иман. Аллаху акбар. Он говорит: Аллах покровитель верующих, хранит их и помогает им. И слова выводит их из мрака к свету, означает выводит их из неверия в веру Аллаха Субханаху ва Тааля. И далее говорит: валлазина кафару аулияухум ат-тагут. А те, которые проявили неверие, их помощники и покровители, это тагуты. المشركون أولياؤهم الشياطين يخرجونهم من النور إلى الظلمات, يعني يدعونهم إلى الكفر والعياذ بالله. Покровитель неверующих тагут – это покровитель многобожников шайтан, который призывает их к неверию. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля уберечь нас от этого неверия. Как сегодня мы видим это в практике, что шайтаны из числа людей, подобно суфиям, могилопоклонникам, что делают? Призывают к куфру, призывают к приобщению Аллаху сотоварищей, призывают, чтобы мы, субханаллах, чтобы люди поклонялись этим могилам, обращались к Аллаху субханаху ва Тааля через этих могил. Чем же они отличаются от христиан, которые, субханаллах, поклоняются своему Господу через Иса, а они берут могилу, субханаллах? Чем они отличаются? Ничем. Это и является что? Я'ни яд'ухум иля-аль-куфр, то есть они призывают их к неверию. Эти суфисты, стоя у могилы, стоя у других, делают неверие и призывают к этому неверию, чтобы приобщали к Аллаху Субханаху ва Тааля сотоварищей. Ведь Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был послан с противоположностью. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Если мои рабы спросят тебя обо мне, то я ведь близок и отвечаю на зов молящегося. А эти суфисты что говорят? Нет. Мы должны взывать к Аллаху через этого мертвого.
либо мы должны взывать к Аллаху через какого-то валия, который находится в могиле, и является призыв к куфру, призыв к неверию. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Я близок, я отвечаю на зов молящегося». И как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ад-дуау хуа ля-ибада». Дуа – это и есть поклонение. И те, кто просят могил, они обращают свои поклонения этим могилам. Это и есть призыв к куфру. И имам Аль-Байдауи, рахимахуллах, говорит: «Ат-тагут аль-мудиллату мин аль-худа». Тагут – это всякий заблуждающий с истинного пути. То есть всякий, который заблуждает с истинного пути, это и есть тагут. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Алам тара иля аллазина уту насибан мин аль-китаби ю'минуна биль-джибти ват-тагут, ва якулуна лиллазина кафару хауляи ахда мин аллазина аману сабила». Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в джибта и тагута и говорят: ради неверующих эти следуют более верным путем, чем верующие. Валь-аяду биллах. И сегодня мы это видим. Когда человек держится за Кораном и Сунной, разные многобожники, разные мушрики приходят и говорят: нет, неправильно держаться за Коран и Сунну, а надо держаться за таком-то, надо держаться такого-то мнения, надо следовать такому-то тарикату, шазалийскому тарикату, накшбандийскому тарикату. Валь-аяду биллах. Либо же тагутопоклонники, уляма уссу, которые что? Днем и ночью в службе своих тагутов обвиняют муахидов в хариджизме, обвиняют муахидов в том, что они жестокие. Говорят: нет, сегодня шариат Аллаха не подходит в наше время. Валь-аяду биллах. Сегодня, говорит, мы не хотим шариат Аллаха. Они откровенно говорят эти слова, которые говорят то, что сегодня шариат Аллаха не подходит в наше время. Они говорят, заявляют то, что они не хотят шариат Аллаха Субханаху ва Тааля. Они в словах уверовали, однако в сердцах нет. Это есть что? Это есть те, которые говорят: «Хауляи ахда мин аллазина аману сабила». Это что? Они этим самым говорят, что вот эта демократия, вот это выдуманные законы и так далее лучше, чем законы Аллаха, валь-аяду биллах. Это их слова и действия, их положение показывают этого, чтобы они не говорили в обратном. И имам Ат-Табари, рахимахуллах, в тафсире этого аята говорит: «Ю'минуна биль-джибти ват-тагут, قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه». الله أكبر. Имам Ат-Табари говорит: «Ю'минуна биль-джибти ват-тагут», веруют в джибта и тагута. Аль-джибт ас-сихр. Джибт – это сихр. А ват-тагут – это что? Аш-шайтан фи сурати аль-инсани ятахакамуна илейхи. Тагут – это шайтан в облике человека, к которому обращаются за суждением в спорах. За суждением в спорах. И сколько же сегодня установленных этих шайтанов в облике человека? Судья, такой-то, прокурор и так далее. Валь-аяду биллах. Это все являются тагутами. Когда у людей что? Происходит какой-то спор, возникают какие-то проблемы. Мусульманин каким законом должен руководствоваться? Руководствоваться тем законом, который Аллах говорит: «Даликаль китабу ла райба фих». Это писание, в котором нет сомнения. «Худан лиль муттакин». Оно является что? Руководством для богобоязненных. И мусульманин обязан решать свои проблемы, свои споры по шариату Аллаха Субханаху ва Тааля. Как Аллах Субханаху ва Тааля нам приказывает, говорит: «Фа ин таназа'тум фи шей'ин фаруддуху иля Аллахи ва расуль, ин кунтум ту'минуна биллахи валь яумил ахир». Если у вас произойдет какой-то спор, либо какое-то препирание, фаруддуху иля Аллахи ва расуль, то возвращайте это к Аллаху и к его посланнику. К Аллаху — это к книге Аллаха, а к посланнику Аллаха, как говорят муфассиры, при его жизни пойти к нему, чтобы он вынес хукм, а после его смерти это к сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Какой бы спор ни произошел между мужем и женой, между братом с братом, между сестрой с сестрой, между, скажем, какие-то торговые дела, между тем, скажем, то, что проблемы, которые, будь это этого мира, или же ахирата, или же религиозные, все вопросы мусульмане должны решать по Корану и по Сунне. И не дозволено обращаться к шайтанам, которые что? К которым обращаются за тахакумом. Это является куфром и неверием. И имам Абу Хатим, рахимахуллах, говорит: «Ю'минуна биль-джибт якулу аш-ширк». Веруют в джибта – это многобожие. Ва каулуху та'аля. И слова Всевышнего Аллаха.
«Ваттагут каля». وقال لي مالك الطاغوت ما يعبدون من دون الله. Аллаху Акбар. В отношении слов Аллаха «ат-тагут» приводят от Малика, рахимахуллах, что он сказал мне, что тагут – это все, чему поклоняются помимо Аллаха. Вот каждый, который обращает какое-либо поклонение помимо Аллаха, вот это и является тагут. Он и является тем, кто обратился к тагуту. Будь это в поклонении, дуа сделать какому-то могиле, либо последовать какому-то тагуту, либо же сделать тахакум, что обратиться к тагуту, что является неверием. Аллах субханаху ва тааля порицает и отрицает от них веру, как Аллах субханаху ва тааля в Коране говорит: «Алям таро иля аллазина яз'умуна аннахум аману бима унзила илейка ва ма унзила мин каблик, юридуна ан ятахакаму иля ат-тагути ва кад умиру ан якфуру бих. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا». Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им было приказано проявить неверие в него? Шайтан желает ввести их в глубокое заблуждение. Обратите внимание, дорогие братья, что тот, кто обращается на суд тагута, он совершает куфр, так как обращение на суд тагута – это куфр, и мусульманину не дозволено обращаться на суд к кому-либо не было, кроме шариатского суда. И как же сегодня распространился суд, кроме шариатского суда? И как же сегодня распространился суд тагута? Знай, о мусульманин, чтобы уберечь свой иман, свою религию, ты должен изучать свою религию и не обмануться теми слугами тагутов, слугами и самими тагутами, чтобы не впасть в неверие, в куфр. А это обращение на тахакум, обращение на суд тагута, что является куфром. Аллах субханаху ва тааля говорит, отрицая их иман: «Алям таро иля аллазина яз'умуна аннахум аману бима унзила илейка ва ма унзила мин каблик, юридуна ан ятахакаму иля ат-тагути ва кад умиру ан якфуру бих. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا». Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но желают обращаться на суд к тагуту, хотя им было приказано не веровать в него? Дьявол, либо же шайтан, желает ввести их в глубокое заблуждение. Посмотрите, братья, Аллах субханаху ва тааля говорит: «Юридун» – хотят. Что? Это куфруль ирада. Куфр желания. Они хотят обращаться на суд к тагуту. И то, что мурджиты говорят, ведь Аллах в аяте говорит «желают». А что, если человек, не желая, но идет на суд тагута в даруль куфре по какой-то причине? То мы скажем, что невозможно сказать о том, что кто-то совершает какое-либо действие, что он этого не желал, если только он не будет под икрахом, если только он не будет под принуждением. И что такое икрах, дорогие братья? Икрах – это лишение воли и свободы выбора человека, принуждая к конкретному действию, избивая, либо же угрожая убийством, под угрозой смерти или пыток. Вот в таком случае совершаемое действие не является результатом желания действующего лица, подобно Аммару ибн Ясиру, которого они пытали, которого они измучили, и он, не желая, сказал слова, которые что? Хотели эти неверующие. Вот это является под икрахом, вот это является, что они не желают, а является результатом. Это что? Не является желанием действующего лица, а является результатом желания именно принуждающего, которого принуждают, говорят: либо ты произнесешь определенное слово, либо мы тебя убьем, либо его мучают. Это что? Является результатом желания именно принуждающего. Ведь это действие совершается не по воле и выбору самого действующего лица. И имам Ибн Катир, рахимахуллах, в тафсире выше приведенного аята говорит: «Хада инкарум мин Аллахи азза ва джалла, аля май ядда'i л-имана бима анзал Аллаху аля расулихи ва аля л-анбия'i л-aqдамин, ва хуа ма'a залика юриду т-тахакума фи л-фасли ал-хусумати иля гайри китабиллахи ва суннати расулих». Аллаху Акбар. Как же не поняли те, которые сегодня дозволяют обращение на суд к тагутам, слова имама? В первую очередь они не поняли слова Аллаха субханаху ва тааля, слова посланника Аллаха, слова ученых ахлю сунны,
Смотрите, что говорит имам Ибн Каthир. Это отрицание всемогущим и великим Аллахом веры у того, кто заявляет, что он верующий. Они говорят, мы уверовали в Аллаха. Они заявляют, что они уверовали. Однако Аллах говорит, это просто заявление. Отрицание всемогущим и великим Аллахом веру у того, кто заявляет, что он уверовал в то, что ниспослал Аллах его посланнику, а также другим пророкам, более ранним. И в то же время, что для решения спорных споров желает обратиться на суд к иному закону помимо книги Аллаха и сунна его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Эти его слова передаются в тафсир Ибн Каthира на суру Ниса 60 аят. То есть Аллах субханаху ва тааля назвал даже желание обратиться за судом к тагуту верой в него, верой в тагута, что соответственно есть поклонение ему, что соответственно есть поклонение тагуту. И если желание чего-то уже является ширком, то действие в соответствии с этим желанием тем более будет ширком, многобожием. И поэтому Абдуррахман ибн Хасан рахимахуллах говорит: «Ат-тахакуму иля тагут иманум бих». Обращение на суд к тагуту есть и вера в него. То есть тот, кто обращается к тагуту, он проявляет к нему веру. Эти его слова передаются в Фатхуль Маджид в 393 странице. И также имам Ат-Табари рахимахуллах в тафсире этого аята сказал: «Вақад амарахум Аллаху ай юкадзибу бима джаахум биттагути аллади ятахакамуна илейхи фатараку амра Аллахи ваттабау амра шайтан». Аллаху акбар. Аллах повелел им отвернуть все, с чем пришел тагут, чтобы рассудить между ними. Но они отвергли повеление Аллаха и последовали за повелениями шайтана. Эти слова имама передаются в тафсир Ат-Табари на суру Ниса 60 аят. И также имам Ибн Аль-Кайим рахимахуллах говорит: «Ваман хакама хасмаху иля гайри Аллахи ва расулихи факад хакама иля ат-тагут, вакад амара ай якфуру бих, ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في نفس الأمر». И тот, кто подал против своего противника на суд иной, чем суд Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, то он подал на суд к тагуту, хотя ему было приказано проявить неверие в него. И раб не проявит неверие в тагута, пока не сделает все хукмы, принадлежащими одному Аллаху, как это и есть на самом деле, чтобы все было что? Все хукмы были только одному Аллаху. Аллах имеет право выносить хукм, и никто другой. Никакие законы, ни демократия, ни, субханаллах, каванинул вадаи, выдуманные законы. Нет, ничего это не имеет права, и они являются тагутами. И мы должны знать, дорогие братья, что современный тагут – это тагутуль хуккам, это демократия, это проклятая демократия является тагутом, которому мы должны проявить неверие. Это секуляризм, которому мы должны проявить неверие. Это светскость, которая отделила религию, сделала от религии только поклонение, только 5 раз в день молитва и все. Однако хукм, тахакум, вынесение решений, суждений по Корану и Сунне нет, не существует. И этого не допустит никогда демократия и секуляризм и все, что связано с этими мерзкими придуманными тагутами сегодняшних дней. И обратите внимание, что первые, кто подал на суд к тагуту, тем самым уже проявил веру в него, даже если он туда и не пойдет. Второй, раб не проявит неверие в тагута до тех пор, пока не уединит Аллаха в его хукмах. Всевышний Аллах говорит: «Афагайра Аллахи абтаги хакама ва хуа аллади анзала илейкум аль-китаба муфассалан». Скажи, неужели я пожелаю иного хакима, законодателя, судью, помимо Аллаха, в то время как он не спаслал вам Писание, подробно разобрав его? Религия все разобрана. Религия вся от начала до конца разобрана. Что халяль, что харам, что дозволено, что не дозволено. Только Аллах субханаху ва тааля имеет право дозволять что-то, либо же запрещать. И никто не имеет права дозволять, либо запрещать что-то. И имам Ат-Табари в тафсире этого аята говорит: «Ва ма'наха куль лахум я Мухаммад». Скажи им, о Мухаммад: «Афа гайра Аллахи атлубу раббан ва ма'будан
юсави хукмуху хукм Аллахи? Скажи им, о Мухаммад, разве кого-то помимо Аллаха буду я искать как Господом, Раббом и объектом поклонения, сделав одинаковым его хукм с хукмом Аллаха? Аллаху Акбар. Эти слова имама Табари передаются в Тафсир Аль-Кабир. И обращение на суд к кому-либо помимо шариата Аллаха является уравниванием его с Аллахом в хукме, в его решении, что есть разрушение таухида в господстве, таухид ар-рубубия, таухида в господстве, и поклонение ему помимо Аллаха субханаху ва та'аля, что является разрушением таухида аль-улухия, потому что тот, кто обращается на суд к кому-то помимо Аллаха, он тем же самым проявляет неверие во все три вида таухида. Таухид рубубия, таухид улухия и таухид аль-асма вас-сифат. Почему? Потому что Аллах субханаху ва та'аля что делает? Аллах субханаху ва та'аля принадлежит хукм. Аллах управляет. Аллах субханаху ва та'аля оживляет и умертвляет. Это таухид рубубия. И также, что инил хукму илля лиллах. Хукм принадлежит только Аллаху. Амара алла та'буду илля иях. Аллах приказал, никому не поклоняйся. Это и есть поклонение. Это и есть поклонение. Это таухид аль-улухия. И также Аллаху хуа аль-хаким. Одно из имен Аллаха субханаху ва та'аля, что он хаким, выносящий решение, судья, законодатель. И тот, кто обращает свои, проблемы, обращение на суд кому-то помимо шариата Аллаха субханаху ва та'аля, он предает Аллаху сотоварищей во всех трех видах таухида. И надо понимать одну вещь, дорогие братья и сестры, что обращение на суд Аллаха – это поклонение. Когда у вас с кем-то произошел какой-то спор, какое-то недоразумение, мусульманин, когда обращается к Аллаху, на суд Аллаха субханаху ва та'аля, это поклоняется ему. Он за это получит награду. То, соответственно, обращение на суд тагута – это является поклонение тагуту. По сути, это то же самое, что и жертвоприношение. Такое же поклонение. И даже если человек, обращаясь на суд тагута, будет говорить, что я это не дозволяю, хорошо, он будет так говорить. Будет ли кто-то приносить жертву тагуту, либо же могиле, говоря, я это не дозволяю. Приносит жертву барана, говорит, я это не дозволяю. Будет ли приниматься его оправдание? Нет, конечно. Поэтому его оправдание не примется. И поэтому шейх Мухаммад Амин аш-Шинкити, рахимахуллах, говорит, «Аль-ишраку билляхи фи хукмихи, валь-ишраку фи ибадатихи, куллаха бима'на вахид, ла фарка байнахума аль-батта». Ширк Аллаху в его суде и ширк Аллаху в поклонении – это одно и то же. И совершенно нет разницы между ними. Субханаллах, Аллаху Акбар. Так обратите же внимание, о дорогие мусульмане, дорогие братья, сестры, как шейх, да помилует его Аллах, ясно сказал, что между тем, кто поклоняется, например, могиле, и тем, кто обращается на суд тагута, нет разницы. Они оба одинаковы в хукме. Оба являются мушриками. Почему? Потому что как обращение на суд является поклонением, так и обращение, либо же дуа является поклонением. Когда человек делает дуа кому-то помимо Аллаха, становится мушриком, и также человек, который обращается на суд иному помимо Аллаха, является мушриком. И иншаллах, думаю, сегодня на этом остановимся и продолжим на следующем уроке. Хаза валлаху а'лам, ва саллаллаху аля набийина Мухаммадин, ва аля алихи ва сахбихи аджма'ин.